Итак, добрый день. Продолжаем нашу лекцию. Сегодня тема нашей лекции – роль религии в истории Абхазии второй половины XIX века. Вторая половина XIX века тоже драматична в истории Абхазии. Вслед за упразднением абхазского владетельного княжества последовало махаджирство, и затем Лыхнинское восстание, вы знаете, за Лыхнинским восстанием махаджирства 1967 года. И самая трагичная страница нашей истории XIX века – это махаджирство 1877 года. Все эти волны, к сожалению, были многочисленными и отразились на истории нашего этноса, и до сих пор мы чувствуем это негативный этот след в буквальном смысле вот нашей с вами современной истории. Итак, вторая половина XIX века – это ситуация религиозная складывается по-иному, потому что сама политическая ситуация изменилась, и преобладает, безусловно, влияние православия при сохранении элементов ислама и традиционных религий. В основном очагами православия становятся местности, которые прилегают к большим христианским храмам. Это Бедийский собор, это Илорский, это Моквский, Дранский, Пицунский. Мы знаем, что в 1851 году в Абхазии появляется архиерейская кафедра, а в 1860 году в Тифлисе организуется Общество восстановления православного христианства на Кавказе. В свое время еще Николай I пытался создать такие институты, но, однако же, военные события, там, крымские события и другие этого не позволили. Как бы там ни было, разными путями происходил процесс развития православного христианства. Довольно массовое крещение частыми, так сказать, с периодичностью проводилось. Вот, например, некий Кинадзе, управлявший в 1868 по 96 годы Абхазской епархией, обратил в христианство, заметим, 18 тысяч абхазов. Даже один из сыновей псырцинского магометанина, фанатика, как пишут Хасан Аман, который был в хоре султанских музыкантов, солистом, вернулся из Турции, куда он был взят отцом вместе со всем семейством, и принял христианство. В целом есть такой историк Русской Православной Церкви Доброклонский. Доброклонский в своей работе как раз-таки пишет о том, что указывает различные, он жил годы его жизни, обратите внимание, 1856-1938, написал такую книгу «Руководство по истории русской церкви». И вот относительно Абхазии он пишет. В Абхазии число обращений иногда доходило почти до 8 тысяч в год. Но в 70-х и 80-х, это годы махаджирства, вы знаете, страшные годы, замечается быстрое уменьшение в числе ежегодных обращений. Так что по официальным отчетам число их в некоторые годы понижалось даже до 13 человек. Но мы знаем, что после махаджирства 1967 года началось более массовое крещение абхазов, и лишь в начале XX века крещение приняло тоже массовый характер. Были такие периоды, когда крещение, как бы сказать, степень крещения снижалась, и когда повышалась. Если мы заметим, до 1916 года, с конца XIX века, Абхазию заселяли активно из Западной Грузии, и вот тогда отмечается резкое, так сказать, статистические данные увеличения православных христиан. Но что касается других источников, то, например, архимандрит Леонид, автор в своей работе «Абхазия и ее христианские древности», указывает, что абхазов, из числа абхазов, тогда он отмечает 52 тысячи душ,
2000 считают себя магометанами, остальные 50 тысяч считаются христианами. Ну, население это живет, он пишет, в 60 селениях. У христиан считается 20 приходов, священники в них из грузин. Притом он подмечает имеретинцев, отправляет богослужение на церковном грузинском языке, который простой народ не разумеет. Ну, тут по этой характеристике ясно видно, что те, которые остались, все стали считаться официальными властями христианами, а все те, которые мигрировали, то есть вынуждены были, изгнаны были из страны, они, оказывается, были мусульманами. Опять-таки, вот такая традиция, которая установилась в первой половине XIX века, традиция считать большую часть абхазов мусульманами, она тут прослеживается, как бы сказать. Но что касается миссионеров Русской Православной Церкви, здесь число их увеличивается, возрастает активность в просветительской христианской миссии. Вот, например, летом 1876 года монахи Новофонской обители основали Новофонскую школу, которая содержалась средствами братьев, то есть средствами монахов. И притом первый набор в эту школу составил 16 мальчиков из числа из Чемчирского округа. Это 1876 год. На сегодня сохранился поименный список этих учеников из семейств знати Самарзуганского участка. Среди них очень интересные данные. Это абхазская знать, дети их от 13 до 17 лет, фамилии. Мха, Чхотуа, Чачба, Лакарба, Цишба и другие. То есть фактически тяготение к православному обучению и к знаниям проявляют, конечно же, дети высшего сословия. Также эта школа выполняла просветительские задачи. Большая часть этих учеников по окончании этой школы не становились священниками. Парадоксально, они поступали в другие учебные заведения, например, в Варваринскую сельскохозяйственную школу в Туапсе. И сухумский епископ писал в своем отчете, жаловался на то, что из закончивших Новофонскую школу поступили именно почти все, многие из них поступили в светские учебные заведения. А как теперь определить степень религиозности местного населения? Ну, опять вернемся к многочисленным авторам, побывавшим в Абхазии во второй половине XIX столетия. Вот, например, это выдержки из этих путешествий, из их работ. Сирена, Карла Сирена. Она пишет, у абхазов еще встречаются примеры сохранения традиций самых древних времен, особенно в глубине и в труднодоступных горах. Остаются наиболее верные античным традициям. Хочу заметить, тогда, когда российские источники, я имею в виду военные источники, называли местное население полудикими, в то время Дюбуа де Бонпаре поражался аристократизмом абхазов и вот такой тягой к красоте. Вот совершенно разные взгляды на местное население мы имеем. Другой автор, Дубровин, пишет следующее. В одном и том же семействе можно встретить весьма часто и христианина, и магометанина, живущих между собой в совершенном согласии. То есть, можно сказать, смешанные браки по религиозному признаку. Да и сегодня тоже мы знаем есть семьи, в которых прекрасно все уживают. Что говорит о чем? О религиозном синкретизме, о том, что веротерпимость – это присуща менталитету абхазского этноса, присуща, как бы сказать, человечность, отношения в семье определяются прежде всего не верой, а определяются вот личными человеческими качествами. Полковник Веденский. У абхазов на первом плане стоит покровительница посевов Джаджа. Ей совершаются моления 2 раза в год.
в марте при открытии весны и в ноябре после уборки кукурузы. При молениях не бывает особенного торжества, а напротив, все происходит тихо, в каждом семействе отдельно. То есть это говорит о том, что моления, фамильные моления тоже происходили. Они и сегодня происходят, но тогда имели место тоже. Чернявский, он описывает древний обычай патриархального абхазского народа, обычай ловли души покойника. Этот обычай и сегодня присутствует. Журнал «Сотрудник Закавказской миссии» фиксирует следующее. Даже магометанствующие абхазы в жизни своей имеют больше элемента христианского, чем магометанского. Обряда обрезания, считающего главным символом религии, они совершенно не соблюдают. И его у них никогда не было и не существует. Магометанских праздников они не знают и не чтут, постов почти не соблюдают, омовений ежедневных молитв, положенных по мусульманскому обряду, тоже не совершают. Я не знаю, если это во второй половине, при активном распространении православия фиксирует журнал «Сотрудник Закавказской миссии», то вы можете ответить на вопрос, как же стали абхазы мусульманами в первой половине XIX века? Ответ ясен. Между тем, пишется, они благоговейно чтут многих христианских святых и особенно святого великомученика Георгия Победоносца, перед иконой которого часто принимают очистительную присягу. Чтут такие великие христианские праздники, как Пасха, Новый год, Успение Божией Матери и так далее. Если говорить еще о религиозной ситуации того времени, нужно сказать о роли Новоафонской обители, которая в основном связана не только с религиозной деятельностью, но и с просветительностью, с просвещением. Но русское православие видело в созидающей Новоафонской обители центр духовно-нравственной жизни для Кавказского края. И в свою очередь, император, возбуждая перед Святейшим Синодом ходатайство о том, что нужно открыть эту обитель, пишет оберпрокурору графу Толстому: на деятельности иноков этой обители я возлагаю большие надежды по просвещению христианством полудикого населения Абхазии. Дюбуа бы сказал бы аристократов Абхазии. Со дня основания Новоафонской обители эту обитель посетила большая часть представителей знати Российской империи. В буквальном смысле дадим перечень тех, кто посещал, и вы увидите, какая была картина. Например, наместник Кавказа, великий князь Михаил Романов с сыном Михаилом. Очень рьяно он хотел упразднить Абхазское княжество. В июне 1882 году великий князь Алексей Александрович, 22 февраля 1882 году генерал-адъютант Дондуков-Корсаков, граф Шереметьев с семьей и с приближенными до 40 человек посетили обитель. 15 февраля 1887 году епископ Геннадий Обер вместе с обер-прокурором Святейшего Синода Победоносцева в монастыре пробыли 2 дня. 24 сентября 1888 года в Новом Афоне Новый Афон посетил император Александр III с семьей. Можно сказать, что это придало монастырю значение, так сказать, высокое значение, авторитет-то, конечно же, расширялся. Многие интересовались деятельностью обителей и, конечно же, вкладывали и материальные средства. Мы знаем, этим занимался и принц Ольденбургский, и другие. Одним словом, Новоафонский монастырь по замыслу царских властей должен был стать надежным и верным оплотом в Абхазии. Не только
в деле, так сказать, возрождения православного христианства, но и в целом в политическом смысле тоже. Мы знаем, что в 1882 году посетил Афонский монастырь тоже Антон Павлович Чехов, восторгался красотами Абхазии. Максим Горький находился в Абхазии в 90-х годах на строительстве Черноморской шоссейной дороги. Безусловно, роль Новоафонского монастыря в этом периоде, безусловно, была велика, можно сказать. В конце и Новоафонский монастырь положил в основу возникновения, можно сказать, такого сформирования молодого православного духовенства. Вот первая плеяда священничества в Абхазии. Вот я могу назвать их. Это Иоанн Геге, Николай Соломонович Потейпа, Николай Мусович Губля. Между прочим, нужно заметить, что Губля большую роль сыграл вот в учреждении комитета по переводу богослужебных книг с русского на абхазский язык. Дмитрий Тлапсович Марганя, ну, это первый священник, который на абхазском языке провел в 1907 году молебен в Лыхтинском храме. Василий Агорба, Николай Базба, Иосиф Лакарба, Георгий Давидович Туманов, Аханыпа, Иван Цушба, Николай Васильевич Ладария, Петр Астамурович Пиля, Иван Хухович Аргун, Александр Ажиба, Иларион Кучубери, Лизбар Чачба, Лаврентий Доменя и другие. Огромное число – это православное духовенство, которое занималось и просветительской деятельностью, не только переводами книг, не только вели проповеди на абхазском языке. Это имело большое значение. И, конечно же, в этот период в Абхазии уже к концу 19-го, начала 20 веков значились 130 храмов, 4 монастыря, 112 приходских школ с числом учащихся 4150 человек. Посмотрите, какая цифра. Всего 148 тысяч было православных христиан, в том числе православных абхазов, из них 55 тысяч человек. Ну, это, можно сказать, арифметика, но за этой арифметикой стоят, конечно, и верования, почитания не только христианских храмов, но и, собственно, традиционной религии с исламскими элементами. Можно говорить о том, что уже к 1918 году в Абхазии действовало из числа православных церквей 9 греческих церквей, армяно-григорианского исповедания общин с церквами насчитывалось 12, лютеранских приходов было 2. То есть можно говорить о том, что все процессы колонизации на опустевшие земли Абхазии тоже отразились вот в этих статистических данных и в религиозной картине Абхазии того времени. Заметим, что и сохранились церковные книги, в которых дается перечень каждого священнослужителя, где он служил, в какие годы он служил, в каких церквах. Вот, к примеру, я просто так назову: благочиния Иосифа Лакарба в Бармышской церкви святого Георгия с 1891 по 1899 годы. Даже в селе Верхняя Лдза в лютеранской кирхе служили пасторы Михельсон, Раутсен, то есть эти и некий Ниголь. Также беженцы, которые из султанской Турции вернулись, то есть прибыли сюда, армянского населения, это села Цараб, Сырцха, Анухва, это все фиксируется в церковных книгах. Но нужно сказать, что были и такие священнослужители, этнические грузины, но владевшие абхазским языком. И они там, где население абхазское, проводили богослужения на абхазском языке. Вот, и эти даже, можно сказать, и в Кадорском участке, и в бзыбских приходах. Это этнические грузины: Варнава Панцулая, Варфоломей Харибава, Михаил
Гаврила Сатяни, Сава Каца в Кутольской, Аввакум Тапуридзе в Адзубжинской и так далее. И по всему составу незначительное, можно сказать, абхазское православное все же духовенство вело активную религиозно-подвижническую миссионерскую деятельность. Не только таинство крещения, там, вступление в брачный союз, исповедание, соборование абхазов именно в исконно абхазских селах в основном занимались священники абхазы. Нужно сказать, что крестили их, крестили от разных возрастов, от младенчества до пожилого, потому что вопрос крещения приобрел политический характер. Абхазы помнили, в конце XIX века помнили годы махаджирства, и, видимо, чтобы как-то себя обезопасить, они принимали православие, будучи, соблюдая свои традиционные верования. И потому что это был практичный такой вынужденный подход к вопросам веры. И при том они прислушивались к мнениям князей, дворян, которые оставались. Они, эти абхазские князья и дворяне, родственники, они были крестными простых детей абхазских крестьян. И можно сказать, когда мы смотрим амплитуду крещения абхазов, то это разные годы вспышек можно назвать. Были это 1894-95, 98-99, 1903-1904, когда революционное движение начиналось, 14 по 15 годы, годы Первой мировой войны, было неспокойно. И поэтому можно сказать, что обращения имели место. Но следует заметить, что в целом, вот, например, графиня Прасковья Сергеевна Уварова в своей книге «Путевые заметки» описывает плачевное состояние христианских церквей по всей территории края. Много разрушенных храмов, монастырей. Она насчитала 31 сооружение церковное, которое требовало реставрации. Все это указывает на то, что процесс христианизации, то есть православия, восстановления православия в крае, шел с некими издержками, с некоторыми вспышками, но при этом религиозный синкретизм окончательно оформился как необходимость. Историческая необходимость привела к окончанию, к этому оформлению. Вот на этом, я считаю, мы завершим сегодняшний наш разговор. Если есть вопросы, прошу, пожалуйста. Такой вопрос. На ваш взгляд, с чем связана такая веротерпимость нашего народа? Ведь, принимая и мусульманство, и христианство, они сумели не утратить, а сохранить элементы традиционной религии. Чем объясняется веротерпимость нашего народа? Объясняется историческими наслоениями, исторической ситуацией, которая менялась из века в век. Понимаете, когда было спокойно, тогда абхаз следовал своим традиционным верованиям. Он никогда и не забывал эти верования. Когда нужно было как-то выживать, как-то решить вопрос союзничества с той или иной державой, влиявшей на историю, то приходилось варьировать и принимать сторону той религии. Поэтому это можно объяснить только историческими событиями, потому что толерантность абхазов, она и сформировалась в результате. И еще есть один факт. Если говорить о ментальности абхазов, то в самой ментальности находится это понятие человечности, ойра, понятие уважения друг к другу, понимаете, понятие личности. Эти ценности, они сформировались, можно сказать, в глубокой древности. И под влиянием многих факторов, как внутренних, так и внешних, безусловно.
И поэтому не случайно Дюбуа называет абхазов аристократами и сравнивает их традиционную религию с античной древнегреческой религией, понимаете? И поэтому что выше в сознании абхазов? Выше вот понимание восприятие человека как человека с большой буквы, личности, как личности. Человек – это личность, понимаете, в сознании абхазов. И не важно, какой он веры, а важно то, как он относится к окружающим, как он живет, какой он образ жизни проводит. А мой вопрос заключается именно в том, насколько было велико значение принятия христианства именно абхазской знатью, да и в целом увеличение православного населения в XIX веке на дальнейшие политические взаимоотношения Абхазского княжества с Российской Османской империей. Действительно, принятие православия знатью – это было ответом на желание военного командования и царской России, то есть правящей династии Романовых. И непринятие православия, по их мнению, могло бы отрицательно сказаться на всей ситуации, на судьбах народа. Так они понимали. Но они не учитывали одну простую деталь, то, что покорение горцев любимыми способами было целью царской администрации, как говорил Николай I, покорить или истребить. Другим вариантом стало изгнание абхазов из родной земли. В последующем, во второй половине, православие все же помогло определенной части населения сохранить себя на своей земле, сохраниться, и дало возможность приобщиться, можно сказать, к определенным ценностям, православным ценностям, найти то общее, что сближает православие с традиционной верой, с апсора, с религией абхазов. И когда массовое крещение происходило, то абхазы верили в то, что это крещение принесет им спокойную, мирную жизнь. И они понимали, что иного пути не дано, надо быть вместе с единоверной Россией. Поэтому принимали впоследствии. В этом смысле, конечно же, православие сыграло определенную такую позитивную роль в истории Абхазии того времени. Хотел бы уточнить касаемо Асланбея. Как вы говорили ранее, Сефербей отправил императору письмо, в котором говорил то, что он приверженец ислама. Но могу предположить то, что это было скомпрометировано, и на это ставился специальный акцент. Хотелось бы узнать ваше мнение по вероисповеданию Асланбея. Асланбей, безусловно, был исламской ориентации. В этом сомнений нет. Но выпячивание веры в письме, что написано было до деяний Александру Первому, указывало на то, что на противостояние. Тут простой человеческий фактор. Мы православные, магометанин, соответственно, к власти его допускать нельзя, и поэтому прошу вашей поддержки. Это означало шаг самого Сафарбея, то есть крещенного Георгием. Но и Сафарбей не был особо, можно сказать, таким ревностным христианином. И это указывает многие факты. Так что здесь политический подтекст существует. Спасибо всем, кто пришел.